На первую очередь заботой о наших гражданах и о привлечении как инвесторов, так и туристов. И я полностью согласна с то, что здесь Акылбек Усенбекович сказал, что Сайнуру Шурмаматовна. Я хочу даже добавить по поводу безопасности. Вот в первую очередь здесь практически в этом зале, кто сегодня присутствует, каждый из нас хоть когда-то выезжал, ну как минимум в нескольких странах побывал, я думаю, и туристами, и по работе. Самое первое, что вы отмечаете в той стране, куда вы едете, и критерий вашего отдыха является вопрос безопасности. Как мы можем говорить о туристах, если у нас вот буквально года не прошло, был случай, когда иностранка-девушка поехала отдыхать одна, ее попытались изнасиловать, но вот то, что я не понимаю, я лицемерие наших государственных органов не понимаю, и правоохранительная система. Урмату Нурламбек Кадыкевич, Усатвы, когда этот случай произошел, лицемерие нашей всей государственной машины, системы, бюрократии в чем? МВД не признала это. РОВД сказал, нет, она просто мимо там шла, подскользнула, сама виновата. Сама набросилась на этих мальчиков, села к ним в машину, захотелось ей, так сказать, приключений на свою голову ночью. Вот это наша проблема. Вот с чем нам надо работать, Чолпон Алыевна. Вот вы, как женщина, тоже вряд ли поедете в страну, где вот такой случай вы в интернете прочитаете. Я лично туда никого из своих близких женщин точно не порекомендую. Вопрос в том, что они один раз приехали, для них, для кого-то там горный туризм, может быть, это действительно там заслуга. А вопрос в другом, они вернутся ли в ту страну? Это раз. А во-вторых, айтватастар, азыр вот в инфраструктурных вопросах бизнес жардам берет деп, жергиликтүү бизнес. Вот у нас Иссык-Куль Мекка, да, нашего туризма. Я надеюсь, и буйырсам мы станем, у нас вот есть там Азамат Капарыш Кушон, жаштар иштеп атышат, жашлы иштеп атышат, да, к сожалению, не все от них зависит, да, но здесь должны 90% вместе, 200% мен МВД иштеш керек. Эгерде у нас в центре Бостыри, буквально вот день прошел или 2 дня назад, подорвали кафе. На следующий день МВД пишет о том, что кафе не подорвали, оно сгорело. Завтра скажут, что кафе подожгли сами эти сотрудники. МВД лицемерие нас пош керек-то. Если человек открыто, который на 5 лет арендовал с рассрочкой выкупа кафе, там молодая пара кен, и они официально открыто говорят, нас ОПГ пришли поставить на отметку, мы не отметились, нас подорвали. О каком туризме на Иссык-Куле мы говорим? Что с этим случаем? Разобрались? Если 2017 год в Кыргызстане бандиты орудуют, в центре подрывают, поджигают, ставят на отметку. Кайсы иностранецтер, кайсы бизнеслерге ушактан бирдемеге жардам берет? Мен мисал чөнтөмөн бир тыйын төлөп этелем. Эгер эртең мен кафем жардырып кетсе, силер эмне мени өзүң жардырдың деп айтсаң кийин. Мамлекет жактан эч мындай гарантия жок болсо, бул биздин ички инвесторлар. Считай, все, кто на Иссык-Куле строится, каждому спасибо надо сказать, что он за 3 месяца, который там работает, он еще налоги платит, он еще помогает государству, еще что-то пытается построить, а это огромные, с города привезти, там что-то построить. Огромная заслуга. А мы еще их будем заставлять помогать нам там на всемирных играх кочевников и других мероприятиях. Да? Просто уятта. И был жерден хопсуздук маселесин МВД жесткие требования алыш керек. И все знают издревле, у нас в ОПГ все сконцентрировано на Иссык-Куле, еще у нас там Каракече есть, все об этом знают. И пока вы не наведете порядок, не надо ни о каком туризме здесь эти презентации делать, все такое. Самое первое требование для путешественника – это безопасность. Перечислите по пальцам страны, в которые вы пустили бы своего ребенка. Первое, что вы ставите – безопасность. Первое. А потом все остальное. Вот когда в Кыргызстане будет безопасно женщине одной путешествовать, ребенка отправлять одного, семье без папы, без взрослого мужчины ездить, и не бояться, что тебя на отметку кто-то там посадит утром с пляжа твои ключи украдут, ночью в номер залезут, машину угонят. Сколько у нас угоняли? Сколько под видом милиции было нападений? И один такой случай, ладно, там 1 на миллион это сгарда. Эта туристка раструбила об этом по интернету. Я уверена, она в своей Польше об этом написала где-то в сайте. И как минимум там 1000 поляков, которые планировали, они не приедут. Вот это большая проблема. То есть здесь я не ставлю это вину Азамат Капарович вам или Чолпон Алыевна вам, да, но я считаю, что вы должны требовать, чтобы МВД работали.